Ребят, привет, смотрите, нам решили показать, а мы решили посмотреть, собственно, что сделали из машины. Был обычный стоковый 3-литровый Марк, ну, комплектация хорошая, S-ка, вот, и здесь поменяли практически все. То есть, начиная от фар, то есть мы сейчас продемонстрируем, то есть у нас внутри иксы прям стоят, если видно, да, вот, сейчас видно, видите, внутри иксы. У нас подсветка номеров, передняя, задняя. Ну, сейчас немножечко потемнеет, будет видно это все. Ближний немножечко включили. Дальше вот. Вот ближний, а вот дальний. Ну и, соответственно, можно поморгать, как стробоскопом. Красавица. Давайте посмотрим колеса. Это один из самых таких основных, наверное, элементов на автомобиле, на каждом. Шикарные колеса. И выхлоп у нас, кстати, с кнопкой. То есть у человека сделан выхлоп, который... по газу немножко. Сделан выхлоп. Понял. Так. Это громко. Давай. Сейчас, да, это прям под нагрузкой. Ну я понял, надо ехать, он совсем по-другому будет. Надо ехать, прям хорошо нужно ехать. Крутить надо, крутить. Давайте посмотрим. Салон здесь вообще тоже Шумка полностью. Полная шумка, перетянутый руль. Все, что можно. По-моему, даже дверные карты залезли, да? А? В двери залазили, тоже перетягивали. Залазил. Акустика новая стоит, и каррозерия стоит, буфер под сиденьем. Здесь усилок каррозерия. Новые колонки, другие. Сзади, задние те оставили, еще поработаю. Посмотрите, как круто сделано. Наш аккаунт. То есть здесь интернет, здесь музыка, радио, навигатор, управление климатом, компьютер бортовой, в общем, все. Панель перетянута, наращена. Здесь эта штука, это для Toyota Race. Китайская версия. Да, для леворукой. Да. Она переделана, обтянута, она была бежевая, она обтянута шлифованный алюминий Эвери. Угу. Это мы делали КПП тоже. Все это обтянуто. Ручка, да, она была немножко покоцанная. Да. Единственное, что было покоцано. Что, панель нарощена. Здесь был стык прям большой, но ее нарастили, чтобы снизить. Ну, это минимум, что можно сделать. Очень круто. Ну, понятно, потолок, перетяжка. Потолок, смотрите, черный потолок. Черный В по-любому. любой машине это кайф. Оригинал Mercedes мы подобрали. Toyota мне не понравилось. Ну-ка, наверное, дверь откроешь, чтобы было поинтереснее видно. Открой, пожалуйста, заднюю тут дверь. Тут слишком темно. Ну да, вот так. Всем любимая люстра, знаменитая, тоже покрашена в черный цвет. Вот эти вот штучки по бокам вставки тоже очень круто сделано черным. Прям, ну, очень единый стиль такой черный. Прям. Коврики, посмотрите, шикарные коврики. Сейчас задний покажу. Чуть почище у нас. Как это называется, коврик? Это Ковров Групп. Ковров Групп. Друзья наши. В Ростове делают вот такие вот очень крутые коврики. Я так понимаю, на любую машину без проблем сделают. Да. Здесь лекала снимали, потому что такого не бывает. А это, по-моему, тоже не родное или это родное? Нет, это родное. Родное, просто почистить. Здесь была перемычка, где-то я дома забыл. А, я понял. Посмотрите. Так, давайте еще раз колеса посмотрим. Посмотрим колеса. Какие? А, ну да, вижу, да. Вот эти и середина. То есть вот эту ручку пришлось переделывать. Вот это ну они часто у Марков умирают. И вот эти штучки, да, я вижу. Мы прям переделали, прям жестко перепаивали их. Ну красиво. Вот эти ручки. Очень в тему. Это нет. Все ручки в коже. И они тоже. Я понял. Вот смотри, на. Видишь, они перепаяны. Прикольно. Они перепаяны. Вот такая вот штука. По-другому не вариант. Я понял. Иногда, когда музыку громко слушаешь, она выпадает. Смотри, он тебя морозит вообще люто, у тебя же здесь холодильник. Смотри, лед скоро будет здесь. Я все поменял, Капец, все промыл, снял бампер, все почистил. А давай капот откроем, посмотрим там. Я думаю, там кушать можно. Да нет, нет. Нельзя кушать. Кушать нельзя, да. Нельзя так кушать. Почему? Кушать Потому нельзя. что после оптики
Оптика свежая была. Ага. После этого мы пока не сделали бегло. Ну все равно чисто. Чисто, просто пыль немножечко лежит, а так все. А ты его мыл, не мыл? Не, вот он приехал, потом я ничего не делал. Так и было, да? Ну все в идеале. Еще раз фары. Сейчас хейтеры скажут, ага, под капотом не помыл. Я привык. Еще раз заднюю оптику посмотрим, она тоже очень красивая, интересная. Задняя оптика найдена случайно в находке. Находки В находке. из тех краев, да, откуда они обычно приезжают. Стек ее вез, отломал. Пока вез, отломал вот здесь. Вот видишь, если увеличить, куска не Да, было. да, Хорошо, что кусок остался. Мы его припаяли, и поэтому эта оптика в черном, в самом темном тонированном полиуретане. Чтобы не видно было. Да. Но при этом как бы я все время езжу на ней включенной, поэтому так Не, приходится. ну если не знать, вообще ты никогда ее Ну да, не но увидишь. она тачка в стиле в одном, в общем. Вообще все прям гармонично. Да. Я думаю, подписчики наши описываются и не только от этого видео. Осталось, просто. знаешь что? Осталось выхлоп в черный глянец, у меня просто нету времени. Сапожник без сапог получается. Выхлоп будет черный глянец. То есть эти фальш-насадки, это фальш. Мгм. Если ты знаешь, да? Мгм. Конечно, это фальш. Я понял, да. Ну это стандартный. как бы, Да, мы их, я валил нормально, смотри. Валил я нормально. Заметно, да? Ну да, наш почернел вообще. Каты на месте. Мы скинем ссылочку в YouTube на твой детейлинг-центр. Да, Пускай люди посмотрят, что вы делаете. Умеет человек красоту наводить. Посмотрите, какие у них работы. Ну, собственно, по этой машине, я думаю, и так понятно, что делают они все шикарно. Реально, на этой машине жалко ездить, на ней ее просто крышу. мыть, смотреть на нее, фотографироваться Крыша. рядом с ней. Черный глянцевый полиуретан. Шагрени нет вообще. Она идеальное зеркало, идеальная панорама. Ну да, он дома отражается. Да. 220 микрон. Сердцевое восстановление. Гидрофоб бешеный. Лобовое в броне. А, ну я вижу, вот пленочка, да. Да. Контур. Но она тяжело формуется. Лобовое достаточно круглое. Мгм. Пленка Брей. Я тестирую пленки. До этого был стек. Пролежал, получается, вот я перед выездом поклеил новую пленку. Она получается у нас 35-ка тонировка Ultravision, Мгм. по кругу 50-ка. Снаружи получается броня, которая идет и атермальная. То есть, чтобы люди понимали, если они заклеят броней снаружи и снутри атермалкой, Мгм. у них тачка не пройдет по ГОСТу. Ну логично. Ну, потому что Темно она уже... со всех Нет, сторон, нет, да? темно, понятно. Даже если мы сейчас наклеим сюда термальную пленку снутри, Мгм. термальную, обычную, прозрачную, Мгм. Ultravision, там, Люмар, неважно, Мгм. а снаружи заклеим броней, то оно будет как бы не пройдет по ГОСТу, потому что броня является уже термалкой. Понятно. Соответственно, когда мы сейчас закроем двери, мы поймем, что... Смотри, если закроет, руля не видно. Принцип был, и я все делал для того, чтобы руля не видно. Ну, Чуть-чуть. ну, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Ну, человека трудно будет лицо разглядеть, однозначно. Я ты очень не внимательный увидишь. гаишник. Это надо прям, да. Ночное видение будет. Знаешь, уникальный М. сигнал, короче, который с Японии стоял? Оригинальный так и стоит. Я не знаю, нет, не оригинальный. Потому что, походу, машина была из-под девушки, я так понял. Тюнинг, да, там же был тюнинг. Да, тюнинг какой-то непонятный, светодиодный. В общем, суть в том, что сигнал женский. Я вот что-то руки до него не дошли, конечно, надо поменять его. Ну а так, перекрашен бампер. Губа отставала. Тут идет с завода, идет. Вот смотри, пойдем на банк. Я нашел его, Владик, и заказал себе. Мгм. Вот такой вот скотч двусторонний. А, Да. это прям специально для этого? Да, прям для обвесов. Японский. Круто. Ну все, мы покрасили полностью, мы подняли его на подъемник, увидели, что у него там есть там скольчик, перекрасили полностью, посадили его намертво, короче. Вот смотри, здесь этого нет. Вот здесь, да, вообще контура нет совершенно. Очень все прям гладко. Как будто это единая конструкция такая. Морда в броне, полностью фары в прозрачной броне, зеркала прозрачные, стойки. Ну, короче, все зоны риска в броне. Мгм.
красивая машина. Очень. Все на стиле, все вроде бы минимально, ничего такого лишнего. Вот самое главное, мне кажется, ребята, это когда нету лишнего, когда все как-то сделано в тему. Прям все в тему. Чисто на минималочках, но очень все четко. Давайте еще раз в салон заглянем. Покажу вам салон. Здесь так темно, уютно. Вот знаете, когда тонировка есть, спереди особенно машина становится необычайно уютно. Я сейчас сяду, закрою, посмотрю, как камера будет снимать темноту эту. Люди все смотрят. Машинка однозначно нравится им. Давайте немножко стартанем. Стартует Марк люто. Шикарно. Шикарная машина. Очень приятная. Оно немножечко выхлопа. Слышно? Я вот в машине сижу, ощущение, что она 1,5 – 2 вот. Да, вот так вот она стоит. То есть ее цена такая, ну блин, как будто я в Ешке, в Эске в какой-то. Да, вот я вот так делаю. У меня в душе такие ощущения на самом деле. Это родные марковские педали. Ну вот так вот выглядит, кстати, максимальная комплектация Марка. Вот все, что у него может быть, это все есть. Это у нас и мультируль, и электросиденье, это кнопка старт, подвеска регулируемая темп, то есть пожестче, помягче, люстра, ионизатор воздуха, ну, собственно, чуть больше тормозные диски и подвеска. Ну, мотор 3-литровый. Как бы вот это максималочка Марка, которая может быть, в принципе. Ну еще бывает на компрессоре, но это уже жесткие извращения, как бы это уже чересчур. В общем, вот такие вот дела, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите по ссылочке, смотрите, что ребята умеют делать в Ростове. Я думаю, вам понравится. Ссылочки мы оставим. Все, пока, всем спасибо.